ангелы белее, сарадуне, чаваш сарадуне, кдарца барастеремер. Мы сегодня хотим, чтобы наши предки, как делали наше традиционное чувашское пиво. Для пива надо было обязательно готовиться. Надо быть в хорошей форме. Настроение отличное, веселое должно быть. А то пиво невкусное будет. Да, а для пива особенно нужны нам что? Хмель и солод. Вот и хмель наш чувашский, зеленый, золотое, зеленый хмель. А вот и наш тут солод, как делается, смотрите. Готовится из или ржаной, или ячменный. Да, из ячменя. А из ячменя очень даже мягкое пиво готовится, говорили наши бабушки. И вот, когда сушится вот это, через сушилки проводим, там и сладкие очень выходит из печки русской, а потом чувашской. А потом вот и дробилка у нас ручная, видите? Вот это получается наш солод. Смотрите, это наш чувашский домашний. Пахнет так. Да, вот пробуйте. Настоящий. Домашний. Да, вот. Из этого солода теперь варим сусло. Так, девочки, у нас уже варится. Молодцы, и сусло. И обязательно варим хмель. Поварим, варится. А дальше вот сюда, через солому, значит, солома должна быть обязательно ржаная. Обчистить все. Но не всегда. И сюда вливаем через солому наше сусло. Сюда. Через фильтр обязательно. Для остывания в пару. Остынет наш этот сусло. И для брожения обязательно наша почка. Внимание! Я вижу знакомые лица, я вижу людей, с которыми я знакома много-много лет, и мне очень приятно видеть вас на нашей территории и на нашем предприятии. Немножко истории. Наше предприятие Чувашхмельпром – это один из старейших предприятий агропромышленного комплекса на территории Чувашской республики. Вот основа в 1936 году. Поэтому я считаю, что на территории Чувашии остались хмелеводческие хозяйства. Это большой поклон тем, кто неустанно трудится на наших полях и, конечно, работает по качеству хмеля. А на территории Чувашской республики у нас сейчас 6 хмелеводческих хозяйств. Предприятия по переработке мы единственные. Наша производительная мощность это составляет 1500 килограммов в час. Немножко мы расскажем про историю, значит, становления чувашского хмеля. Когда мы пришли на это предприятие, это было в 2004 году, естественно, у нас было много отзывов. Тут есть Александр Ильичон.
который знает нас, есть Вячеслав Ветелев, с которым мы шли шаг за шагом, изучаем, что требуется для наших пивоваров. Мы прислушивались к мнению и понимали, что без качественного хмеля гранул тип 90 нам дальше не идти. Было принято решение, что без современного оборудования по переработке мы дальше не можем двигаться. И, естественно, было очень тяжело входить в рынок. И рынок был перенасыщен хмелем хорошего качества, европейских поставщиков, американских поставщиков. Я даже не буду перечислять, потому что вы все прекрасно знаете, с кем вы работали и работаете. Была принята программа, над которой поработали наши российские пивоваренные заводы. Благодаря нашим партнерам мы смогли 20 сентября 2016 года запустить данное оборудование. А наше оборудование – это фирма Probst, немецкая фирма. Таких оборудований всего на территории Российской Федерации больше нет, как я сказала. Такое оборудование было у Хопштайнер, Украина, да, Татьяна? Но после каких-то событий, мы не будем тоже углубляться, сегодня мы являемся, наверное, все-таки лидерами по выпуску чувашского хмеля. Теперь говоря насчет чувашского хмеля. Когда мы заходили на рынок, было очень много его, и мы не понимали, как с этим нам разобраться и как дальше работать. Мы понимаем, на территории Чувашии есть хозяйства, которые выращивают хмель. Знаем сортовые наименования. И опять же было принято решение получить товарный знак «Чувашский хмель», что мы смогли получить, и наименование места происхождения товара «Чувашский хмель». То есть правообладателями на чувашский хмель опять является предприятие «Чувашхмельпром». Отличительная черта нашей продукции: у нас на каждой упаковке стоит эмблема предприятия. Это тоже товарный знак зарегистрирован. И вы знаете, когда мы получаем сейчас отзывы от наших партнеров, коллег, которые работают на нашем сырье, такие красивые отзывы, у нас появляются крылья. И мы понимаем, что нужно двигаться дальше. Мы понимаем, что нужно наращивать объемы производства хмеля. Мы понимаем то, что сейчас глава Чувашии озвучивает и ставит цель о том, что нужно заниматься расширением площадей. Мы эту идею полностью поддерживаем. И буквально недавно мы заложили еще 7 гектаров новых хмельников. То есть я считаю, это наши небольшие шаги, но это наша удача. Все те достижения, которые у нас есть, это невозможно было бы сделать без нашей команды. Вы можете посмотреть на мою молодую команду, которая стоит вот здесь. Это их заслуга. Это ребята, у которых горят глаза, которые получают качественную продукцию, которые радуются нашим успехам. Мы стали узнаваемы. И я говорю им большое спасибо. При всех наших гостях, ребята мои молодцы. Даже сейчас, когда вот мы знали, что надо встречать гостей, ребята были настолько настроены показать то, что у нас есть. Но вы прекрасно знаете, пивовары, что сейчас старого хмеля уже нет. Впереди уборка нового урожая. И по просьбе нашего очень глубоко уважаемого министра сельского хозяйства Сергея Геннадьевича Артамонова, естественно, мы не сможем показать весь процесс переработки. На удачу упала водичка. Сергей Владимирович, кому интересно, расскажет про этот процесс, но мы решили показать, что мы сохраняем весь технологический процесс при получении готовой продукции хмеля гранул тип 90. То есть это упаковка с добавлением инертного газа,
И срок хранения нашей продукции пока 2 года. Но я знаю, что пивоваренные заводы очень хотят, чтобы хмель хранился у нас 3 года. И мы будем над этим тоже работать. Поэтому я еще раз приветствую всех на нашем предприятии. Я приветствую знакомые лица, которые давно хотели приехать. Я надеюсь, что у нас, Володя, я рада видеть тебя. Это товарищ, которым мы начинали работать шаг за шагом. Волошенко, шли мы с тобой. И сегодня это один из наших любимых партнеров, который варит пиво на чувашском хмеле, Санкт-Петербург. И таких у меня здесь, я знаю, что много любимых партнеров. У нас все любимые партнеры. И следующая задача, если вы хотите увидеть, как гранулируется наш хмель, наша продукция, мы вас приглашаем в конце октября, когда будет новый урожай, пройдет отлежка, и мы будем выполнять весь процесс грануляции от закладки до выхода готовой продукции. Мы абсолютно открытое предприятие. Мы открыты к диалогу со всеми. Мы приветствуем всех, кто приехал в Цивильск, кто приехал в солнечную Чувашию. Видите, погода какая, 31 градус. Нарочно не придумаешь. Поэтому вам хорошего пребывания. А сейчас я передаю микрофон своему заместителю, который вам расскажет про технологический процесс нашей линии, и мы будем готовы отвечать на все ваши вопросы. Кто заинтересован выслушать про технологическую цепочку, могу рассказать. В целом, в 2016 году мы запустили данное производство. Сборка была самостоятельная, то есть собирали мы данное оборудование своими силами. Волнуюсь немного. У нас есть склад хмеля, так называемый, где у нас хранится сырье. Дальше с помощью пневмозагрузки у нас происходит загрузка в гомогенизатор. Мы его у себя называем корабль. Вот. Ну, далее хмель находится в корабле, в гомогенизаторе. Дальше уже по технологической цепочке он поступает в дробилку, дробится, и уже далее через рукавный фильтр, через дозатор он уже поступает на сам гранулятор. Далее, соответственно, после выхода продукции он через вибросито просеивается, проходит по охладителю, охлаждается, и далее через ленточный транспортер он поступает в хранилище. Под хранилищем находится упаковочная линия, которая дает нам, скажем так, упаковку в среде инертного газа. Газ мы используем 2 вида газа, СО2 и азот, в определенном составе, смешивается и поступает. Мы не стоим на месте, мы развиваемся, как было сказано. На данный момент, можно сказать, на данном этапе мы занимаемся монтажом сушильного комплекса и хмелеуборочного комбайна. То есть, можно сказать, полностью в работе. До этого, да, мы и хмельники, так называемые, делали. Что-то я волнуюсь, честно. Где у меня Павел? Будь добр, расскажи далее. Давайте я немножко расскажу. Забыла я сейчас добавить. Вот я хочу еще раз подчеркнуть, почему я и сказала, что работает молодая команда. Эта команда у меня работает весной на закладке хмельников. Летом они сейчас собирают хмелеуборочный комбайн и сушилку, который мы спасли, чтобы его не разобрали и не отправили на металлолом. И то, что Сергей Геннадьевич тоже отметил,
что мы большие молодцы. Осенью мы идем на уборку хмеля, и потом ребята приступают к грануляции. То есть они у меня на все руки мастера. Так что можете мне позавидовать. Да, нынче летом собирали ЛЧХ-2 и сушилку ПХБ 750. На данный момент ЛЧХ-2 собрано примерно на 80%. Сушилку мы начали 2 недели назад. Ну, так как Александра сказала, что 7 гектар уже заложены в косах, мы через 2 года обязаны будем запустить, обязаны запустить комплекс хмелево-уборочной сушильни. Да, через 2 года мы покажем вам полный цикл от уборки хмеля на наших хмельниках до переработки на нашем оборудовании. Да, сейчас, в данный момент мы вам покажем линию упаковки, потому что из-за такой жары технологические процессы не будут соблюдаться. Если даже был бы хмель, мы бы запустили, цвет бы изменился, потому что температура больше 60 градусов при переработке хмеля. Хмелеводы, кто здесь есть, подтвердят, правильно? Ну, ребята, пускайте. Чуть-чуть будет громко. Да, потом. Еще раз добавляю, это у нас будет происходить в конце октября месяца. И, пожалуйста, пивоваренные заводы, которые заинтересованы посмотреть, убедиться, что это на самом деле очень интересно, от закладки до выхода продукции, мы приглашаем к себе. Еще раз повторяюсь, мы абсолютно открыты к диалогу, мы открыты и показываем все, что у нас есть, и отвечаем на все ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы, мы готовы отвечать.